Они все плачут, они выставляют такие, говорят, что нам, все, я банкрот. Все деньги, которые у меня были, допустим, да, я вытащил и вложил туда, в этот груз, 20 миллионов стоит на границе. Что им делать? Очень сложный вопрос. Почему? Потому что человек, даже думая, что он управляет правильно, зачастую он, ввиду того, что у него не было полноценной практики до этого отправлять реально по требованиям законодательства, сталкивается с тем, что их грузы застревают. Когда застревают грузы, вы правильно говорите, в первую очередь, когда внедрили это ужесточение, вы должны понимать, что помимо того, что едут грузы там, из Кыргызстана, на границе между Казахстаном и Россией, есть грузы с Туркменистана, есть грузы с Узбекистана, есть грузы с Таджикистана, есть грузы с Казахстана. Это проблема всей Центральной Азии, да? Есть грузы с Китая. У вас есть какие-то нарушения до 10 декабря, вот эта норма действует, да, 787 указа президента РФ, о том, что они вправе, могут легализоваться, то есть заплатить пошлину, ехать дальше. То есть это вот сейчас, если есть такие грузы, которые без документов и так далее, они требуют с клиентов дополнительно, да, расходов на оплачивание легализации.